Здравствуйте, наши маленькие друзья! Сегодня я вам расскажу сказку, которая называется «Араб и верблюд». У одного арабского купца был верблюд, который перевозил его товары с одного края пустыни в другой. Эта сказка такая древняя, что в те времена животные еще умели говорить. Однажды верблюд сказал купцу: «Хозяин, я работал на тебя всю жизнь. Не считаешь ли ты, что я заслужил себе спокойную старость и уважение? Возьми на этот раз дорогу другого верблюда, помоложе, а меня оставь в хлеве отдохнуть». Купец рассмеялся ему прямо в лицо. «И не подумаю, будешь работать до тех пор, пока сможешь передвигать ноги, а остановишься – убью». И они отправились в дальний путь. Шли, и вдруг посреди пустыни их застигла песчаная буря. Верблюд лег в песок и сжался в комок, а купец укрылся у него под боком. Они спасались так 2 дня и 2 ночи. Когда же песчаная буря улеглась, купец сказал: «Вставай скорее и идем дальше, иначе погибнем. Смотри, как палит солнце, а у нас кончилась вода». «Вода есть еще в моем горбе», — успокоил его верблюд. «Разрежь его и пей». Купец разрезал горб верблюда, выпил воду, и они продолжали путь. Но сил у верблюда оставалось совсем немного, и он остановился. «Ну, раз не можешь идти, — сказал купец, — придется убить тебя». Верблюд ничего не ответил. Он снова двинулся в путь, прибавил шагу, даже пустился бегом, но сбился с тропы и привел хозяина в какой-то незнакомый оазис, где, как оказалось, обитало жестокое племя. Люди этого племени забрали купца в рабство и посадили на цепь. «Ты предал меня!» — набросился купец на верблюда, гневно сжимая кулаки. «Не жди любви, если сеешь зло», — ответил верблюд. «Я спас тебя от смерти, а ты грозил убить меня. Я хотел, чтобы ты стал моим братом, а ты хотел быть только моим хозяином. Теперь и ты узнаешь, что значит иметь хозяина». И верблюд удалился в пустыню. Сладких вам снов.